Ва амма сунануху, что касается суннатов, то есть желательных действий малого омовения, фасаманяту ашира шай'ан, то это 18 вещей. Аль-аувалю, первый суннат, гаслю ядайн иляр русгайн, мытье обеих рук до запястья. Фи ибтида иль-вулуи, в начале малого омовения. Лиль хадис шариф, из-за почтенного хадиса, в котором говорится: «Иза истайқаза ахадукум мин манамихи», когда кто-либо из вас пробудится от своего сна, «Фаля ягмас ядаху», пусть не погружает свою руку фил инаи, в посуду, «Хатта ягсиляха», пока не помоет их. Калю, ученые сказали, аль-истайқазу, что пробуждение от сна кайдун иттифакиюм, является кайдом иттифаки. То есть это означает, что желательность мытья рук до запястья не ограничивается только тем случаем, когда человек пробудился от сна. Наоборот, это является желательным в любом случае. А в случае, когда человек пробудился от сна, это является еще более желательным. Вассани, второй суннат ат-тасмияту, произнесение бисмиллях, фи ибтидаи айдон, также в начале малого омовения. Ба'да та'аузы, после того, как человек произнес та'ауз, аузу биллях. Хатта лау насиха, так что если человек забыл про бисмиллях, фатазаккараха фи хилялихи, и вспомнил об этом в середине малого омовения, фасамма, и произнес там бисмиллях, ла тахсулу лаху суннату, то суннат произнесения бисмиллях в этом случае не считается выполненным. Фаякулю, и выполняя суннат тасмията ва та'ауза, желательно произнести следующие слова. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. والثالث, третий суннат, аль-истияку, использовать сивак, то есть чистку зубов, ибтидаан, тоже в начале малого омовения. Валяу биль исбаи, даже пальцами, инда факти сиваки, в случае, когда отсутствует у человека сивак, то есть специальная палочка для чистки зубов. Ау фахди аснанихи, также пальцами можно воспользоваться в том случае, когда у человека нет зубов, и применение палочки сивака повредило бы его десны. Ау ларарин бифамихи, или же применение палочки сивака может нанести вред ротовой полости. В этом случае также человек может в качестве сивака использовать пальцы. Для этого рекомендуется использовать большой и указательный пальцы правой руки. Варраби'у, четвертый суннат, аль-мадмадату, полоскание рта, саласан, трижды, валяу бигурфатин вахидатин, даже одной горстью воды. То есть для полоскания рта можно набрать в руку воду один раз, а из руки в рот набирать 3 раза. Но если сделать это для каждого раза, для каждого полоскания отдельно набирать рукой воду, то это будет лучше. Валхамису, пятый суннат, аль-истиншаку, полоскание носа, бисаляси гарафатин, 3 горстями воды. То есть, как в случае с полосканием рта, не дозволяется один раз в руку набирать воду, а из руки в нос трижды набирать воду недопустимо. Нужно отдельно набирать воду рукой. Вассадису, шестой суннат, аль-мубалагату, проявлять чрезмерность фихима, в последних 2 суннатах, то есть полоскание рта и полоскание носа. Вахия, и чрезмерность в этих 2 случаях означает исалуль маи, доведение воды иля ра'силь хальки, до начала горла. Это в полоскании рта. Ва иля ма фаукаль марани, и к тому, что выше мягкой части носа, то есть до начала хрящевой перегородки носа. Эта чрезмерность является желательной лигайри саими, тому, кто не соблюдает пост. Кто соблюдает пост, ему лучше не проявлять чрезмерность, потому что это нарушит его пост. Вассаби'у, 7-е условие, тахлилю лихьяти, разведение аль-лихьяти аль-кассати, густой бороды, бикаффи маин, горстью воды, мин асфалиха, с нижней части. Вассамину, 8-й суннат, тахлилю асаби'и, разведение пальцев, то есть протирать между ними для того, чтобы довести туда воду. Гайр аль-мудаммати, то есть это является желательным в том случае, когда пальцы
не сильно сомкнуты и пропускают воду. Ва илля, если же это не так, если пальцы сомкнуты и не пропускают воду, юфтараду, тогда проводить между ними для того, чтобы довести туда воду, является фарзом, обязательным. Ваттаси'у, 9-й суннат, таслисуль гасли, троекратное мытье каждого омываемого органа, аль-мустауиби, чтобы каждое мытье было охватывающим весь омываемый орган. Валь-аширу, 10-й суннат, исти'абур ра'си биль-масхи, охватывать всю голову во время ее протирания, марратан, один раз. Валь-хади ашара, 11-й суннат, масхуль узунайни, протирание ушей. Валяу бима и раси, даже если водой, которая осталась после протирания головы. Это в том случае, если на пальцах после протирания головы все еще присутствует мокрота. Ваthani ашара, 12-й суннат, аддальку, протирать омываемые органы, би имрари ядихи, проводя рукой, аляль а'даи, по омываемым, аляль а'даи аль-магсулати, по омываемым органам. Ваthалитhu ашара, 13-й суннат, аль-виляу, непрерывность, би ан ягсуль аль-ахира кабля джафа'иль аували. И непрерывность в малом омовении достигается тем, чтобы помыть последующий орган до того, как высохнет предыдущий. Варраби'у ашара, 14-й суннат, ан-нияту, намерение. Ва кайфиятуха, и способ его совершения, ан-янвия, чтобы человек намерился, рафа аль-хадаси, для того, чтобы удалить хадас, то есть состояние отсутствия ритуальной чистоты. Ау икамат ас-салати, или же намериться на совершение намаза. Ау иль-вудуи, или же совершение малого омовения. В первом случае это будет выглядеть следующим образом. Навайту рафа аль-хадаси, то есть я намерился, чтобы удалить хадас, то есть состояние отсутствия ритуальной чистоты. Во втором, навайту икамат ас-салати, я намерился совершить намаз и приступить затем к малому омовению. В третьем случае, навайту аль-вудуа, то есть я намерился совершить малое омовение. Во всех случаях желательно добавить ради Аллаха. Валхамису ашара, 15-й суннат, ат-тартибу, соблюдать порядок действий фи а'да'иль вудуи, в органах малого омовения. Вассадису ашара, 16-й суннат, аль-будаату биль-маямин, начинать с правой стороны фил ядайни вар-риджлайни, при мытье рук и ног. Вассаби'у ашара, 17-й суннат, аль-будаату биль-гасли, начинать мытье мин руусиль асаби'и фил ядайни вар-риджлайни, то есть при мытье рук и ног их мытье начинать с пальцев. Ваthамину ашара, 18-й суннат, аль-будаату биль-масхи, протирание головы начинать мин мукаддами раси, с передней части головы, то есть со стороны лба. Вафи масхи ракабати, а при протирании задней части шеи хиляфун, поступают наоборот. То есть протирание задней части шеи начинает с его основания, то есть снизу вверх. Вассахих, достоверным мнением является аннаху, что протирание задней части шеи мустахаббун, является мустахаббом, ля суннатун, но не суннатом.